Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В нашем городе прошли мероприятия, посвященные Дню России. О том, как сосногорцы отметили главный праздник нашей страны, мы расскажем в сегодняшнем выпуске. А пока некоторые его темы. Ремонт муниципального жилья. На Лермонтова 100 обновили покрытие кровли. В память о герое. В Сосногорске появился именной тепловоз, причем не в виде памятника. Лучшие друзья человека. В Сосногорске прошла выставка охотничьих собак. На этой неделе сосногорские депутаты осмотрели придомовые территории, облагороженные в прошлом году благодаря масштабной федеральной программе формирования комфортной городской среды. Как изменились дворы спустя год, узнала и наша съемочная группа. Депутат Совета муниципального района Сосногорск Михаил Сосин принял участие в осмотре дворовой территории по улице Лесная, дома номер 4. По его словам, спустя год после проделанной работы двор выглядит неплохо. Сегодня мы произвели проверочку. Вот в прошлом году придомовая территория была заасфальтирована отделом ЖКХ. И, в принципе, состояние асфальта хорошее. Единственное, надо провести уборку, уже механизировано, не так как дворники вручную это все. Претензии, конечно, к чистоте этого двора. Также закуплены скамейки новые, урны, здесь их не наблюдается. Сейчас будем задавать вопросы и решать в рабочем порядке. Последний вопрос будет задан самим жителям. Возможно, скамейки и урны, закупленные по программе, были убраны на зиму. Но поскольку лето уже давно наступило, самое время начать их использовать по назначению. Пожалуй, один из дворов, который можно ставить в пример остальным, по улице Молодежной, дом 14. В прошлом году его активные жители выбрали мероприятие только из минимального перечня. Это асфальтирование, а также установку урн и скамеек. Своими силами они установили забор, что визуально преобразило территорию еще больше. Новый асфальт лежит и во дворе дома номер 42 по улице Ленина. Тут проведены работы и по озеленению дворовой зоны. Сегодня мы посмотрели, какая проведена работа при домовых территориях. Сделано очень красивое ограждение по инициативе самих жильцов дома. Заасфальтирована придомовая территория, высажены деревья, кустарники. В общем-то, вы знаете, я думаю, что если бы такая работа проводилась более масштабно, я думаю, что наши жители бы радовались, что действительно приводится все в порядок и очень красиво становится в нашем городе. Реализация программы затронула и двор по адресу Ленина, 58. Здесь в границах дома появился новый асфальт, а также детская площадка. Осмотрев, выяснилось, что площадка находится в удовлетворительном состоянии и достаточно на ней элементов сохранено с прошлого года. Похвастался ремонтом и двор сразу 3 домов по улицам Пионерская, 15 и 3 и 5 по 40 лет Коми. В свое время они объединили свои усилия, и как результат территория этих 3 домов представляет единое благоустроенное пространство. В частности, по данному участку тоже сделана была площадка. Мы сегодня ее будем совместно с жителями и управлением ЖКХ принимать. То есть смотреть действительно, насколько соответствует данная площадка, устраивает ли она граждан, жителей, потому что двор действительно большой, детишек очень много. И есть ряд вопросов, которые тоже у жителей накопились по данной территории. Я думаю, что сегодня мы придем к какому-то разрешению. Но на этом активные жители останавливаться не собираются. Впереди еще много планов и задумок, которые в ближайшее время они планируют воплотить в жизнь. Люди зашевелились, у нас в планах дальнейшее благоустройство нашего двора, в частности. То есть устройство антипарковочных заграждений для того, чтобы машины так не парковались. Благоустройство самого палисадника, высадка декоративных растений. Проведены переговоры с горзеленхозом, то есть они готовы нам сделать такие работы. А в дальнейшем у нас установка системы видеонаблюдения в нашем доме. То есть данная программа сподвигла нас к дальнейшим каким-то действиям. Всего в прошлом году в городе и районе благоустроено 10 объектов по федеральной программе. Работа по проектам этого года уже сейчас продолжает реализовываться. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
В Сосногорске продолжается текущий ремонт жилого фонда в рамках проведения мероприятий по его сохранению. Так, на минувшей неделе было обновлено покрытие кровли дома номер 100 на улице Лермонтова. Подробности в нашем материале. Всего в этом году на основании заявок горожан специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства обследовали 21 многоквартирный дом. 6 из них ремонтные работы уже завершены, в том числе и на Лермонтова 100. Данный многоквартирный дом был включен в реестр муниципального жилого фонда городского поселения Сосногорск, подлежащий ремонту. А ремонтные работы производятся исходя очередности поступивших заявлений от граждан на ремонт несущих и ограждающих конструкций жилых помещений, а также лимитов средств бюджета городского поселения Сосногорск на данный вид работ. Получив заявку, специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства провели обследование кровли и чердака. Проверка показала, что повреждены несколько листов шифера. Это послужило причиной сырости в квартирах жильцов. Ремонт он проводится в целях сохранности муниципального жилищного фонда. То есть жители обращались непосредственно на то, что у них течет в помещениях. И вот где была течь, естественно, там заменили вот эти старые неисправные листы шифера. Долго ждать не пришлось, говорят местные жители. От обращения в управление ЖКХ до проведения работ прошли считанные дни. На сегодняшний день проблемы уже устранены. Вот обвалились, крыша, дыры, дождь, стены наши начали сыреть. Вот вызвали, администрация среагировала на наше обращение. Приехали они, буквально долго не пришлось ждать, сделали. По самой крыше внутри, если там еще ремонты проводить. Как отмечают в управлении жилищно-коммунального хозяйства, проведенные работы на Лермонтова 100 – это только начало. В планах включение дома в краткосрочный план региональной программы капитального ремонта. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Лето – это не только время пробуждения природы, но и пора наведения чистоты и порядка. Жители Сосногорска серьезно беспокоят санитарное состояние кладбища по улице Гайдара. Специалисты управления ЖКХ провели комиссионный осмотр территории. В ходе этого осмотра было выявлено, что мусорные контейнеры мусором переполнены, рядом с ними расположены мешки с мусором, которые люди собирают с могилок после зимнего сезона, убираются, в общем, весенне-летний сезон. На территории кладбища накопились мешки с отходами, сухие ветки и даже снесенные ветром деревья. Подрядная организация, отвечающая за вывоз, избавляться от мусора не торопится, отмечают специалисты управления ЖКХ. Подрядчик со своими обязательствами по контракту не справляется. Управлением будет направлена ему претензия со сроком исполнения своих обязательств до 16 июня этого года. Если подрядная организация не устранит выявленные замечания к его работе и не решит проблему до данного срока, управлением ЖКХ будет рассмотрен вопрос о расторжении контракта и, возможно, внесении ее в реестр недобросовестных поставщиков. 12 июня сосногорцы вместе со всей страной отпраздновали День России. Для горожан была подготовлена насыщенная культурная и спортивная программа, омрачить которую не смогла даже ненастная погода. Андрей Калиничев продолжит. Еще накануне праздника воспитанники детских оздоровительных лагерей железнодорожной части города подготовили творческий концерт для всех желающих. Праздничное мероприятие состоялось в стенах Дома детского творчества. В программу концерта вошла масса номеров, посвященных России. Номера представлены всеми отрядами, всеми лагерями железнодорожной части города. Это и номера творческие, которые уже старые, можно сказать, и новоиспеченные, скажем так, которые они вот во время вот этой небольшого промежутка времени нам уже подарили на сцене. Ребята подготовили разнообразные вокальные и хореографические номера, а русский народный танец «Ручеек» в исполнении малышей стал изюминкой концерта. Исполнили ребята и стихотворения, посвященные нашей родине. Все вокруг свое родное, горы, степи и леса, рек сверкание голубое, голубые небеса. Закончилось праздничное мероприятие конкурсом рисунков на асфальте, принять участие в котором могли все желающие ребята, независимо от того, ходят они на площадку или нет. В рамках муниципального проекта «Доброе лето» маленькие сосногорцы, проводящие каникулы дома, привлекаются для участия в самых разнообразных мероприятиях. Результатом игр и праздников становится не только хорошее настроение, но и новые навыки. А по итогам конкурса рисунков накануне Дня России участников наградили памятными дипломами.
Для сосногорцев, ведущих активный образ жизни, празднование Дня России началось уже с утра. На футбольном поле стадиона «Гладиатор» прошли товарищеские встречи команд сразу из 3 районов Республики Коми – Сосногорского, Ижемского и Ухтинского. Дождь не стал помехой для спортсменов, и захватывающие футбольные баталии растянулись на несколько часов. Очень приятно, конечно, что пригласили наши соседи сосногорские. Мы очень дружим с сосногорскими ребятами. Я думаю, для ребят очень интересно посмотреть, как из других районов ребята играют. Так сказать, себя показать и на других посмотреть. Праздничный турнир стал одним из мероприятий в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве. Его в марте этого года подписали Сосногорский, Ухтинский, Ижемский и Вуктыльский районы. По условиям соглашения муниципалитеты будут взаимодействовать в различных сферах, в том числе в области культуры, образования и спорта. Это не первое мероприятие в рамках межмуниципального соглашения. Мы всегда рады видеть на территории Сосногорского района спортсменов из других районов. И несмотря на погодные условия, надеемся, что все обязательно получили массу положительных эмоций от сегодняшнего матча. В результате серии игр места распределились следующим образом. На первом месте Ухта, на втором Сосногорск. Замыкает тройку призеров Ухта-2. Ижма на 4-м месте. В это же время клуб единоборств «Гладиатор» принимал участников первого в истории Сосногорска турнира по народному жиму. Спортсмены должны были поднять штангу в положении лежа максимальное количество раз. У мужчин вес снаряда был равен весу участника соревнований, у женщин – половине. Мы каждый год внедряем какие-то новые виды, народные виды, которые, скажем так, они не новые, а просто забытые старые виды. То есть в этом году мы решили провести народный жим, так называемый. Вот, привлекли для этого, то есть участвуют не профессионалы, а просто любители нашего города. Вот. Ну и с целью популяризации данного вида, то есть посмотрим, как это дело на сегодня пройдет. Среди мужчин первым победителем турнира по народному жиму стал Павел Назарчук. Среди женщин Анастасия Савина, которая смогла поднять снаряд 35 раз. 33, 34, 35. Как отметили организаторы турнира, состязания атлетов в таком формате могут стать традиционными и проводиться в различные праздничные дни. Любители авторского кино в День России получили возможность присоединиться к республиканской эстафете Всемирного фестиваля уличного кино. В Доме культуры «Горизонт» состоялся показ 10 короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссерами. Сосногорский район в этом году впервые включился во Всемирный фестиваль уличного кино. В этом году он уникален тем, что впервые его можно проводить на закрытых площадках, и мы не могли остаться в стороне и принимаем в этом участие. На самом деле, короткие метры – это очень интересный жанр, потому что режиссерам зачастую удается вот в эти несколько минут вложить очень большое количество смысла и хорошей актерской работы. Фестиваль примечателен тем, что зрители смогли не только посмотреть, но и оценить представленные работы, отдав свой голос за лучший, по их мнению, фильм. Итоги подсчета зрительских голосов будут переданы в главный штаб фестиваля. К сентябрю по результатам голосования будет определен народный фаворит. Жители Сосногорска лучшим признали фильм молодого режиссера и сценариста Ивана Соснина «Интервью», главную роль в котором сыграл Алексей Серебряков. Самое массовое мероприятие, посвященное Дню России, состоялось на площади Гагарина. С главным праздником нашей страны горожан поздравил глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Спасибо тем, кто своими руками, опытом, талантом и целеустремленностью кует наши общие победы. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям. Пусть вас сопровождает мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне. С праздником, уважаемые сосногорцы! Гостей народного гуляния развлекали скоморохи и лучшие солисты сосногорской самодеятельности. В фотозоне «Памятная хохлома» можно было сделать памятное селфи, а малыши смогли развлечься на спортивных состязаниях. Такая легкая усталость, но здорово, потому что здоровый образ жизни – это классно. А если это проходит массово, это еще круче. Праздник очень хороший, мы рады за нашу молодежь, что на велосипедах, и взрослые, и дети, и семьями. Погода нас только немножко подводит, но ничего, стойкие, стоим, ждем, все нравится. Одним из главных спортивных событий этого дня стал традиционный массовый велопробег «Велоночь», участниками которого стали более 200 горожан. Кстати, в этом году велопрогулка в Сосногорске проводилась уже в 5-й раз. Довольно душевно провели, и весело, и
ноги можно забить довольно-таки сильно. То есть неплохо. Мне понравилось, я еще приеду. Велоночь завершилась розыгрышем призов среди участников велопробега. В этом году подарков было рекордное количество. Главным из них стал велосипед. Удача улыбнулась юному сосногорцу Виктору Масс. Все прошло очень круто. Последний момент не ожидал, думал, все, но ничего не выиграл. И говорят, 14 номер очень сильно обрадовался. Безумно. Также для участников велоночи были учреждены специальные номинации. Награды получили самые спортивные семьи, наиболее креативные велосипедисты, а также юные и опытные участники велопробега. Андрей Калиничев, Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске появился именной тепловоз. Причем это не статичный памятник, а самое, что ни на есть, действующая техника. Чье имя увековечили на борту маневрового локомотива, узнала наша съемочная группа. 7 июня на перроне, несмотря на ранний час, было многолюдно. Здесь ветераны-железнодорожники, работники различных подразделений станции, первые лица Северной железной дороги и руководство муниципалитета. Поводом послужило событие, значимость которого переоценить невозможно. Один из тепловозов Сосногорского локомотивного депо удостоился имени человека, посвятившего всю свою жизнь работе на железной дороге – сосногорца Александра Доронина. Этим событием мы говорим не только спасибо своему старшему поколению, но мы говорим о том, что нам не безразлично те подвиги, на которых мы воспитывались, те подвиги, которые были рядом с нами, и те подвиги, которые еще будут впереди. Имя Александра Доронина хорошо известно всем железнодорожникам. Более 40 лет своей жизни он посвятил стальным магистралям, своим примером воспитав не одно поколение машинистов. Глава Сосногорского района отметил, что имена наших земляков звучат все чаще. В этом году главному аэропорту республики присвоено имя первого коми-летчика устюгтинца Петра Истомина. А сегодня имя Александра Доронина получит вторую жизнь. Маневровый локомотив имени Доронина долгие годы будет работать на станции Сосногорск так же, как его прославленный тезка. И очень приятно, что руководство Северной железной дороги бережно хранит память о своих выдающихся тружениках. Я думаю, что именно так, сохраняя традиции ветеранов и приумножая их, можно рассчитывать на покорение новых трудовых вершин. То, как Доронин относился к работе, каким был инициатором производственных соревнований, как относился к людям, вспоминают до сих пор. Александр Федорович, это золотой человек был. Вот я с ним отработал, я так его боялся. А потом, когда поработал, какой простой человек, герой соцтруда, а такой простой человек, оказывается. Идея назвать локомотив в честь героя родилась несколько лет назад. Ее инициаторами стали Совет ветеранов и работники локомотивного депо. Наша ветеранская организация локомотивного депо пришли на встречу с локомотивными бригадами. И мы рассказали молодым машинистам об этом человеке, о Доронине Александре Федоровиче. И тогда у нас созрело обоюдное решение увековечить имя Александра Доронина, назвав его именем «Локомотив». Идею сосногорцев поддержало руководство Северной железной дороги. И теперь красавец-локомотив, выполняя свои ежедневные рабочие задачи, будет служить ярким примером самоотверженного труда в назидание подрастающему поколению. Учусь по этой же профессии, что и Александр Федорович Доронин. И у меня еще больше желания появляется пойти работать по этой профессии. Я сегодня здесь находился со своей группой вместе. И была еще одна группа помимо моей. Мы все помощники машиниста будущее. И я надеюсь, что мы все также постараемся и будем работать так же, как Александр Федорович. Присутствовавший на церемонии внук Александра Доронина Максим сказал, что присвоение локомотиву имени деда – это оценка труда не только его, но и целого поколения железнодорожников 40-х, 50-х годов 20 века, а также очень знаменательное событие в истории семьи Дорониных. Ему и правнучке Александра Федоровича досталось почетное право отправить именной локомотив на первую рабочую смену. Павел Дорников, Елена Двожик и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.
В Сосногорске состоялась ежегодная выставка охотничьих собак. Заводчики из нашего города, а также Ухты представили своих питомцев на стадионе «Локомотив». Вместе с членами жюри лучших друзей человека оценила и наша съемочная группа. Ежегодно сосногорские владельцы охотничьих собак собираются на стадионе «Локомотив» для того, чтобы представить своих питомцев во всей красе. Среди участников в основном опытные заводчики. Андрей Верба на выставку пришел со своим белым волком породы западносибирская лайка. В прошлом году питомец сосногорского кинолога стал бронзовым призером республиканской выставки. Участвуем успешно. Сейчас собачка прошла первым в ринге, получит приз, соответственно. Собачка это у меня вторая. Занимаюсь сам западносибирскими лайками. Являюсь и кинологом, и заводчиком. В этом году на выставке было представлено 65 собак. В основном это различные виды лаек и гончих. У конкурсантов члены жюри оценили экстерьер и рабочие качества. Тут совмещается и внешний вид соответствия породы, ну и главное, может быть, даже рабочие качества, потому что все охотники держат в основном же для работы собак. Это не для дивана собачки, а это рабочие псы, которые в лесу дичь облаивают, зверя, и медведя, и лося, и всех остальных, И ведется племенная работа по улучшению. В этом году выставка прошла в 15-й раз. Впервые она получила межрайонный статус. Вместе со своими сосногорскими коллегами собак представили и ухтинские заводчики. Выставка у нас получилась, я бы так сказал. Невзирая на непогоду, все сложилось очень даже замечательно. Все получили свои определенные призы, кто побольше, кто поменьше. Наряду с главными призами памятные подарки получили все участники выставки. Как отметили организаторы, межмуниципальное сотрудничество, соглашение о котором центральные районы региона подписали в марте этого года, расширяется и на заводчиков собак. Совместные мероприятия запланированы на будущее. В следующем году аналогичная межрайонная выставка должна состояться в Ухте. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. Холода, вызванные вторжением арктического воздуха, сохранятся и в выходные дни. Температурный фон в среднем на 5 градусов останется ниже нормы. В первый выходной ожидается облачная погода. Температура воздуха в ночные часы составит 1,6 градусов, в дневные – 4,9. В ночь на воскресенье зона дождей постепенно уйдет за пределы региона. При прояснениях в ночные и утренние часы велика вероятность понижения температуры до заморозков – -1, -2. Зато днем станет немного теплее – +6-11 градусов. На сегодня это вся информация. Новая уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.